Кубанская бронза. С этим словосочетанием в историю мировой культуры вошло уникальное искусство мастеров Древнего Кавказа. Поражающее богатство и своеобразие форм вещевого инвентаря, совершенное мастерство их создателей, талантливо отобразивших окружающий мир и особенности своих идеологических представлений, давали богатую пищу исследовательской мысли. Кроме того, подтверждалась самостоятельность металлургии древних кубанцев, некоторые формы которой оказывались поразительно схожими с древнетаврским материалом Горного Крыма, подтверждая тем самым культурную общность этих народов. Следы древних выработок на Кавказе были зафиксированы в бассейнах Ардона, Феогдона, Терека, Дигории и других местах. Многочисленные археологические находки показывают, что в горной и предгорной полосах Кавказа существовало местное металлообрабатывающее производство. Так, в 1987 году у селений Донефарс и Лесгор были обнаружены могильники позднекубанского периода, датированные VII-IV веками до нашей эры. Вскоре рядом с Донефарским могильником, получившим название Гастонвота, было открыто древнее поселение, где и жили те люди, которых хоронили в погребениях этого могильника. Поселение оказалось совершенно уникальным. Это был крупный по тому времени производственный центр. Только на площади уже раскопанных 700 квадратных метров обнаружены 13 мастерских, 7 гончарных, 4 металлургических, кузнечных и литейных, мастерская углежога, мастерская костореза, а еще святилища с жертвенниками, остатками древних жертвоприношений. В этом 2012 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как в Дигорском ущелье начала свою работу Северо-Кавказская археологическая экспедиция Российского государственного исторического музея во главе с Александром Машинским. С 1982 года московской экспедицией было сделано много сенсационных открытий. Памятник уникальный абсолютно. Значимость громадная, потому что мы впервые видим, как делалось, что делалось, а то, что он еще в комплексе с могильником, мы как бы видим, что из этого получалось в социальном смысле и в экономическом. То есть, на самом деле, значение громадное. Кроме того, вот никогда не знали, допустим, что в эту эпоху появляются вот эти печи вот горизонтального обжига, когда топочная камера вот отдельно стоит рядом с обжигательной. Потому что ранние печи, они все вертикальные. Грубо говоря, вниз закладываются дрова, на каких-то столбиках стоит верхняя часть, и, соответственно, туда идут эти горячие массы. А вот печи вот такие горизонтальные, они, в общем-то, в основном в Средневековье появляются. А тут, извините, 5 век, ну, а как бы вот факт есть факт, вот они стоят, и опровергнуть его, как говорится, невозможно. Ну вот эта система всех этих продуктов, вот система технологий, мы, конечно, очень много. У нас появилось много новых данных. Жители этого поселения, которому дали название Сауар, в ту эпоху уже пользовались гончарным кругом, а керамику, изготовленную на нем, жгли в гончарных печах так называемого горизонтального обжига, что явилось сенсационным в научных кругах, так как всегда считалось, что настолько передовые по тем временам технологии в ту эпоху здесь, в горах Северного Кавказа, существовать не могли. Однако на высоте 2000 метров еще до нашей эры люди создавали великолепную глиняную посуду, древнейшая из которых более 3000 лет. На высоком уровне находилось у древних ремесленников Сауара также и кузнечное и литейное дело. Вот здесь у них была камера для просушки. Вот они специально поставили плиты, соответственно, печь была горячая, тут хорошо продувалось. Туда они ставили эту самую керамику, она сушилась, а потом ее уже просушенную туда на обжиг. Это и есть горн литейный. И вот видите, от него идет канавка, такая кривая, да? Кривая канавка. И она была перекрыта вся сланцевыми плитами, замазана глиной.
и завалена камнями. То есть фактически это труба, колено трубы. И там плавился металл. Они плавили, у них были формы, и мы находили и каменные формы, они наверняка работали и по глиняным, так называемой по утраченной модели, по глиняным формам. То есть все это у них было. Вот. И поэтому они так, говорю, хорошо и жили, все богаче и богаче. Кубанское поселение Сауар существовало на протяжении 400 лет, вплоть до IV века до нашей эры. Здесь, на крутом склоне величественного Донефарса, когда-то располагались его каменные строения, в которых каждый день умело владеющие огнем и металлом металлурги Древней Осетии ковали оружие, отливали украшения, а гончары изготовляли разнообразную керамическую посуду. Из камня делались молоты, терочники, так называемые зернотерки, чашечные камни и наковальни. Сотнями зернотерок и терочников растиралась руда и примеси, необходимые для добавления в бронзу и керамическую массу. Для этих же целей применялись и ступообразные чашечные камни. Но эти же камни играли и другую роль на поселении. Установленные на поверхности или заглубленные в специальную яму, обмазанные глиной или обложенные камнями, они использовались в культовых целях. И таких следов ритуальной практики в мастерских огромное количество. Многочисленные жертвенники, ритуальные площадки с культовыми вымостками, врытые в землю, каменные идолы, скопление культовых каменных и глиняных кружек-фишек и многое другое. Говорят о том, что в древности кузнецы и гончары обладали еще и жреческими функциями. Владеющие огнем, загадочные жители Сауара в глазах окружающего населения являлись наделенными сверхъестественными способностями. Вот здесь, вот видите, вот четырехугольное такое помещение, да, маленькое. Это жертвенник. Здесь были найдены тури рога, которые просто так по раскопу, прям скажем, никогда не валяются. В 1993 году экспедиции были начаты там же, в районе Донефарса и Лесгора, раскопки могильника Кари Сагат. И он тоже дал совершенно великолепные находки. Это и катакомбы, и культовые жертвенники эпохи Аланского средневековья, и погребения предкубанской эпохи, датированные вторым тысячелетием до новой эры. Находки, которые позволили научно обосновать существование на территории сегодняшней Северной Осетии в ту пору особой дегорской археологической культуры бронзового века. Среди украшений и наконечников стрел была уникальная находка – серебряная уздечка в скифском зверином стиле с изображением львов, грифонов. Кроме того, были найдены бронзовые украшения – бляшки, фибулы, булавки и многое другое. Очень сложный предмет – это стаканообразный ажурный предмет. Вот идут сверху вниз 14 перемычек бронзовых палочек, по низу, как бы единым кольцом, да, поверху, наверху 7 фигур, там, 7 фигур, групп фигур, скажем так, там оленья голова, 2 всадника, 2 фигурки между головами козлов в позе адорации, как-то, ну, моления. Вот, и 2 фигурки просто в позе моления. А внизу, значит, по кругу было 14 петель для колокольчиков. Ну, не все они сохранились, по-моему, 11. Ну, 14 петель. Вот да? Цифры 7 и 14 вот, фигурируют жестко. И 1 колокольчик в центре. А в середине втулка, значит, колокольчик подцеплен втулкой снизу. То есть палку снизу воткнуть нельзя никак. Палка втыкалась сверху. И вот как священник, очевидно, в церкви, вот так вот он этим самым жезлом бякал. Там был еще второй вот этот наконечник культового жерла. Но он был тоже очень интересный, но он был там тоже с двумя оленями. Там, ну, тоже интересно. Это все вот бронзовое, да? Это все бронзовое. Бляшки в виде птицы с головой барана, они были известны еще с 19 века. Датировали их обычно от 7-го фонаря, вот говорили, что кабанское. Какого-то времени кабанское, 8 век, там, не знаю. Ну так, произвольно.
Потом я обратил внимание, что существуют топоры предкабанского времени, середины второго тысячелетия, это самая форма лезвия которых точно повторяет вот это крыло этой птички. И тогда интерпретировал, что они не только птички с головой бараны, а они еще двойные секиры. Связал их, соответственно, интерпретировал их культовую принадлежность, связал их как раз фарным иранским. Женские украшения, те, которые есть здесь, их нету в Зарамаге, и тем более дальше. И их нет в Раче. А что они себя представляют? А это так называемые гигантские булавки в виде, у них есть название в виде павлиньего пера, достаточно условное. То есть у них ажурное навершие с такими фестонами, вот, которые дали название павлинье перо. Точно так же есть такие еще булавки с большими рогами, валютами такими плоскими. Короче, вдевалась в косу, точнее вокруг стержня заплеталась коса, а вот вся эта красота была над головой. Да, поскольку она была, бронза была не зеленая, не коричневая, а была блестящая, да, то это вот, конечно, штука тяжелая. Но то, что называется насилие, это на свадьбу, на похороны. Не только украшения, но и глиняная утварь снабжалась орнаментом, придающим предмету особенно неповторимый впечатляющий облик. Это объясняется не только высоким уровнем художественной культуры древних кубанцев, но и связано со значением орнамента как средство выражения культовых и идеологических представлений. Так, например, часто встречаются ромб, легко усматриваемый в перекрещивающихся линиях. Ромб является древним символом плодородия. Не менее часты на диадемах изображения солярных знаков, свастик, креста, которые были символом солнечного культа. Кроме того, у древних обитателей Кавказа существовал культ змеи. И если мы спросим, какой этнос мог оставить так часто встречающиеся изображения змеи на бронзовых предметах, можно сказать бесспорно – индоиранцы. А проведя сравнительный анализ скифского и кубанского искусства, мы прежде всего отметим в них наличие звериного стиля и совершенно идентичного идеологического содержания, что, безусловно, свидетельствует о преемственности этих родственных культур. Захоронение и поселение древних кубанцев в Доне-Фарсе заставляют нас задуматься о том, кем же были жители этого местечка, затерянного высоко в горах. Нет, они не были простыми крестьянами. Это были представители очень высокой цивилизации. Ученые судят о кавказской культуре бронзового века главным образом по двум источникам – старинным легендам и сенсационным археологическим находкам. Мы имеем здесь и уникальные находки, и многочисленные легенды, согласно которым древние некрополи являются могилами народа Сарсиата, Сарсиаты Инганта. А современные жители Доне-Фарса помнят о традиции ежегодного поминовения двумя пирогами древних сарсиатов, непосредственной близости от захоронений которых проводились сельскохозяйственные работы. Сами сказители говорят, что сарсиата – те же самые осетины. Если анализировать содержание сарсиатских сказаний и нартовских, то можно прийти к заключению, что сарсиата жили древнее, чем нарты, или были их современниками. По данным Чурсина, записанным со слов сказителя, сарсиата умели зашивать раненые головы медными пластинками. Эта легенда подтверждается находками подобных черепов в сарсиатских захоронениях, относимых учеными к кубанской эпохе. Согласно легендам, сарсиата – это народ, который произошел по намерению Солнца и Луны. Сарсиата признавали единого бога Хосау, но молились еще и Солнцу и Луне. Луна воспринималась ими как светило, вращавшееся вокруг Земли и не дававшее ей упасть. Выходит, что создатели Нартиады эпохи сарсиатов знали о том, что Луна вращается вокруг Земли, и обе они вращаются вокруг Солнца. Еще одним доказательством наличия космогонических знаний у древних жителей Доне-Фарса является так называемый Нахаш, исследованный Московской научной экспедицией в районе Доне-Фарса.
сейчас находимся на Лесгорском Нахасе. Эта площадка в значительной степени ограждена камнями. Это вот такие громадные в основном валуны. Причем эта ограда, вот она не просто ограда, она имеет еще такую внутреннюю приступочку. Может быть предназначенную для сидения. Ну, такой, другого интерпретации мы пока дать и не можем. И вот здесь, недалеко от ограды, в верхней части Нахаса, он находится на склоне, находится большой такой черный камень, который мы интерпретируем как жертвенник. Ну, кроме его такой большой плоской формы, чем он еще интересен? Вот если стоять около него в первое полнолуние после летнего солнцестояния, то прямо, если смотреть на гору Урсхох, к сожалению, сейчас чуть-чуть прикрыто облаками, но вот видно этот срез, вот там вскоре заканчивается пиком. И как раз, кстати, в этом же направлении находится бугор на Нахасе. Все это по одной линии. То вот ровно, аккуратно из-за самого пика вот этого самого Урсхоха встает полная луна. Вот она сначала ползет, так краешком вылезает из-за склона, из-за среза, ползет по этому срезу, и из-за самого пика поднимается полностью. Надо сказать, что зрелище, оно и сейчас сильно впечатляет. Ну, в древности, надо думать, оно на древних людей производило особое впечатление. И вот, вероятно, тогда на этом жертвеннике приносились жертвы. Более того, к нему ведет вот такая вот дорожка, ну сейчас это тропинка, но тем не менее, вот даже сейчас видно, что она вот ограждена камнями, это никакие не строения, ничего не огораживают, а просто вот идут вот вдоль этой дорожки и подводят нас прямо к самому этому вот черному камню, вот, вероятному жертвеннику. Кто знает, какие обряды и ритуалы совершали здесь древние кобанцы Сарсиата. Военные эзотерические знания позволяют говорить о том, что в полнолуние медитация представляет собой важную форму служения высшим силам. Полнолуние – это время интенсификации энергии и повышения духовной активности, время прозрения. Полнолуние – это время прилива духовных энергий на планету и в мир человеческого мышления, а день летнего солнцестояния дан человеку для самопознания. Это день очищения, обновления человека как в физическом, так и в духовном плане. Что именно и как делали древние обитатели этих земель, нам не дано знать. Но то, что это был народ, посвященный в знания о строении мироздания, не вызывает сомнений. Со слов археологов, в могильнике были обнаружены также следы сожжения трупов, а этим обрядом в древности сопровождали в мир иной души высокого ранга, то есть те, которые навсегда выбывали из череды земных перевоплощений и уходили в более высокие небесные сферы. Кроме того, то, что захороненные в могильнике люди были предками осетин, подтверждается еще одним фактом. Согласно легендам, фарн предков и фарн зуаров идентичны по силе, поэтому и издревле святые места нередко располагались в непосредственной близости к некрополю. Во время раскопок в Дунифарском могильнике был обнаружен огромный белый валун, и рядом еще два подобных, скрытых под слоем почвы, с явно культовым предназначением, под одним из которых были помещены черепа быков. А значит, в древние времена это было святое место кобанцев Сарсиат, откуда они возносили свои молитвы единому Богу и высшим силам, как это традиционно продолжают делать осетины и сегодня, спустя тысячелетия. Еще много тайн и загадок хранит земля древней Егории. Раскопки, проведенные в прежние годы в Галяте, Камунта-Кумбута, а теперь и Дунифарсе, свидетельствуют о жившем здесь в незапамятные времена народе, обладавшем высочайшим уровнем культуры. В легендах и сказаниях он именуется нартами и сарсиатами, ученые называют их кобанцами. Тот неподдельный интерес, с которым вот уже 30 лет подряд в район Дунифарса приезжает группа московских археологов во главе с Александром Машинским, говорит о наличии здесь обширного полевого материала, представляющего огромную ценность. Вот только открытым остается вопрос, где хранится все это богатство и когда народ Осетии сумеет увидеть эти уникальные находки, сделанные за многие годы.